Этот военно-политический союз, созданный больше 70 лет назад, сегодня объединяет в своих рядах 30 государств – США, Канаду, Турцию и большинство стран Европы. Выставка, открывшаяся в Музее краеведения, подробно рассказывает зрителям, что из себя представляет НАТО и какую роль сыграл этот альянс на политической арене мира. В этих материалах отражена деятельность НАТО, начиная с 1949 года, когда возник этот союз, но при этом также есть и те события, на которые мы не можем закрыть глаза. Это бомбардировка Японии, Хиросима и Нагасаки 6 и 9 июня соответственно. Большой просветительский мультимедийный проект подготовлен Государственным Центральным музеем современной истории России совместно с Минобром страны. Над ним работали российские ученые, ведущие музеи, архивы и информационные агентства. Материалы, по словам сотрудников музея, рассказывают об участии НАТО в различных военных конфликтах, происходивших в мире. Каждое десятилетие выделяется конфликт, в котором натовцы особенно проявили себя, ослабляя, дестабилизируя регионы, страны, используя их ресурсы для своего расширения экономического, политического и так далее. В 40-е годы это была Япония, в 50-е это Корея, в 60-е это Вьетнам, в 70-е и 80-е они готовились к сдерживанию Советского Союза, к увеличению ядерного потенциала. Во всех точках мира и во всех континентах творимые НАТО деяния представлены сегодня на этой выставке. И Ирак, и Афганистан, и Ливия, и против нашей страны, и против Украины сегодня, что делается, рассказывается в этой выставке. Поэтому мы эту выставку покажем в течение этого месяца и приглашаем увидеть наших жителей эту выставку. Почерпнуло новые знания юное поколение. На выставке побывали студенты Назрановского политехнического колледжа. По словам замдиректора СУЗа, их ребята частые гости на подобных мероприятиях. Здесь развернута такая хорошая выставка, очень полезная для подрастающего поколения, с тем, чтобы они воочию могли увидеть, что из себя представляет блок НАТО, что они несут народу, и чтобы могли правильный акцент сделать на то, что правильно, за какой линией им держать свои мысли. Основной целью военно-политического альянса являлось сдерживание советского влияния в мире. Поэтому отношения между Россией и НАТО были установлены сразу после распада СССР в декабре 1991 года. А с 1 апреля 2014 года военно-политический альянс на фоне кризиса вокруг Украины объявил о приостановлении практического гражданского и военного сотрудничества с Россией. Сейчас же, по словам экскурсовода, укрепление позиций НАТО на Востоке остается главным вопросом в международных отношениях Российской Федерации и Организации Североатлантического альянса. В последние годы это стала Украина, в которой также ситуация была дестабилизирована после событий на Майдане в 2014 году. Выставка под названием «НАТО. Хроника жестокости передвижная». Наш регион стал первым среди субъектов СКФО, где она открылась. Много интересной информации для себя из нее узнал и Тархан Костоев, председатель комитета воинов-афганцев МАГАСа. Россия не дает блоку НАТО расшириться. Это их очень сильно, так сказать, связывает руки, поэтому Россия для них не угодна. Провести выставку планируют и в других городах нашего региона. Совсем скоро с ней ознакомятся жители Магаса, Сунжи, Карабулака и Малгобека. Дана Плева, Хамзат Халухаев. Новости 24.